다들 인데 예동 유습 실력 하는 많은 거 ярче мимо. Итак, сегодня мы продолжаем наши летние учения Марнок 2024 года. И сегодня у нас четвертый день учений. И прежде всего я хочу всех вас поприветствовать. Я приветствую всех членов Санхи, а также всех других людей, кто слушает эти учения по интернету во всем мире. И главной темой наших учений сегодня это, это э, связь тайной мантры и раннего буддизма. Как вы помните, главной темой учения Марнок — это истоки тайной мантры, то есть истоки Ваджраяны, происхождения Ваджраяны. Однако, чтобы понять, откуда происходит тайная мантра, необходимо понять ее связь с ранним буддизмом. Почему? Дело в том, что во время ранее, раннего буддизма не практиковалась тайная мантра, однако, тем не менее, в учениях раннего буддизма содержатся семена тайной мантры, практики тайной мантры. И нам следует знать о них, и поэтому я хотел бы обсудить это сегодня. И прежде всего нам нужно разобраться в терминах тайной мантры и ясного осознавания, либо ясного познания. И мы можем взглянуть на это в общем, и согласно этому общему подходу, большинство исследователей считает, что ранний буддизм — это духовная система, религия, которая основывается на познании природы вещей. И она также основывается на логике, логическом познании, логическом прозрении. И поэтому они считают, эти исследователи считают, что нету прямой связи между просветлением Будды и тайной мандрой. Когда Будда обрел просветление и повернул колесо Дharмы, в то время не было никаких вспоминаний либо учений о тайной мандре. И поэтому между обретением просветления Будды и тайной мандры нет связи. Именно об этом заявляют исследователи. И почему они говорят так? Дело в том, что в общем, да, Дарма, который полностью познал Будды, либо осознал, он не достиг этого осознавания, основываясь лишь на слепой вере. То есть основой познания просветления Будды является мудрость, прагня. И говорится, что эта мудрость ума Будды похожа на свет, то есть это светоносность. Это не темнота, а свет. Свет прагни, свет мудрости. И это состояние обретается с помощью опоры на мудрость. Это не то, что обретается с помощью слепой веры, либо верований. В то время в Индии было много различных верований, однако в отличие от них учение Будды опиралось на мудрость. И оно
не опиралась на слепую веру в различные верования. И в Агамах есть учение, которое говорится, что обретенные дарма, то есть дарма, которую познал Будды, она такова. Это Самюкта Агаме в Соединенных Сутрах содержится следующее высказывание. Давайте я покажу вам слайд. И вы видите на экране цитату. И в ней перевод, который я вам показываю, это перевод, который я очень сделал довольно быстро, поэтому я не могу судить о его качестве, но это, в общем, смысл, изложенный здесь. Итак, в тексте говорится, в то время Бхагават обратился к группе 5 монахов. Когда есть правильное понимание истины о страдании этой дharме, которая никогда ранее не была изложена, тогда проявляется видение, проявляется мудрость, проявляется осознавание, проявляется свет. Когда есть истинное понимание, благородной истины, источника страдания, прекращения страданий и пути, ведущего к прекращению страданий этой дharмы, которая никогда раньше не была изложена, тогда проявляется видение, проявляется мудрость, проявляется осознавание, проявляется свет. То есть здесь, в этой цитате, говорится, что э, эта мудрость, осознавание, они подобны свету. И благодаря этому свету уничтожается, рассеивается мрак неведения, то есть не остается никакого мрака неведения, все наполняется светом мудрости. И благодаря этому появляется видение природы всех вещей, такими, какие они есть. Это то, что называется непосредственное познание, непосредственное знание. И есть много других подобных цитат. Я думаю, что одной этой цитаты достаточно. А вообще, мы можем сказать, что согласно учению Судру, когда Будда познал истинную природу, то его познание, осознавание, оно описывается во многих учениях. И, и как оно объясняется разными словами, именно каким образом он познал эту дharму, истинную природу. Однако, в общем, обычно говорится о том, что эта дharma, истинная природа, это то, что необходимо познать каждому индивиду. То есть каждый обретает собственное осознавание. И при этом эта дharma, которая познается, это истина, которая выходит за пределы любых концепций, выходит за пределы времени, то есть это вневременное, неконцептуальная истина. И она всегда одна и та же, она неизменная. То есть за 2500 лет со времени проявления Будды эта истина никак не изменилась. Та истина, которая
познал Будда 2500, 2500 лет тому назад. И истина, которую мы познаем сегодня, это все та же истина. Почему? Потому что это истинная природа вещей, то, чем вещи являются на самом деле. Именно поэтому эта природа не меняется, она не может измениться. Она всегда одна и та же. И когда Будда познал эту, эту истину, это то, что познается всеми существами. Конечно, мы не можем видеть то, что видел Будда, мы не можем видеть истину его глазами, но глазами мудрости. Но мы можем сказать, что поскольку это единственная истина, истинная природа, когда мы видим ее, мы видим то же самое. Все существа познают одно и то же. И это то, на что может быть указано всем существам, поскольку это истинная природа, то, как все есть на самом деле. И вопрос лишь в том, могут ли существа познать ее или нет. Однако эту природу могут познать все существа. И поэтому нет нужды скрывать как-то эту природу, держать ее в тайне. Почему? Потому что это истинная природа познания, которая доступна всем. И это то, что познал Будда, это то, что все проникающее. Это не то, что было открыто лишь одному Будде, никто другой не мог этого видеть. Это не так, это все проникающие, все охватывающие истины. Любое существо, которое видит эту истинную природу, оно видит то же самое, поскольку это всегда неизменно одна и та же истина. И именно так это описывается в учениях. Это все проникающие, всеобщие истины. И вне зависимости от того, кем является существо, обычное ли это существо, благородное ли это существо, в каком бы миру ни находилось это существо, всегда истина, которую существо познает, она всегда одна и та же. Именно поэтому нет никакой ну, нужды вносить какие-то различия касательно этой истины в зависимости от класса существ. Нет никаких различий между тем, что видел Будда и что видят все другие в момент познания истины природы. Это все общие истины. И именно поэтому она открыта для всех. А дарма — это то, что необходимо познать. Это дарма, природа вещей — это то, что мы можем познать. Это познание, которое мы можем обрести. Мы сами. Именно поэтому это дарма, которая м, была изложена в учениях раннего буддизма. Это то, что познается с опорой на мудрость, благодаря мудрости. И Будда познал это с помощью мудрости, с помощью прагни. И точно так же мы можем познать истину таким же образом. И Будда никогда не говорил, что истину можно познать лишь с опорой на веру, на необходимую мудрость. Именно мудрость и является тем, что познает истину. И это дарма, которую познал Будда и которая следует познать всем существам. Она познается с помощью мудрости прагни. И, именно это учение содержится в раннем буддизме. Какую бы категорию учений мы ни взяли, будь то учение о взаимозависимости, четырех благородных истинах, пяти скандхах, бессамостности и так далее, все эти, все эти учения
постигается с помощью мудрости. И также во всех философских объяснениях этих учений всегда говорится, что нам следует опираться на мудрость. И благодаря мудрости, с опорой на мудрость мы можем обрести познание истинной природы. И поэтому та дхарма, которую познал, познал Будда, она не связана со слепой верой. И как я только что говорил, это познание, эта мудрость похожа на зажигание света в темноте. Это свет мудрости, который рассеивает мрак неведения. И это то совершенное осознавание, свет осознавания, кого общее разъяснение. Если мы взглянем на это м, по-другому, то мы можем увидеть, что познание Будды было обретено не, не лишь мудрости, не, не без это познание было обретено не только с помощью мудрости, то есть мудрости как рациональной мудрости. Почему? Потому что то, что познал Будда за пределами логики, это то, что невыразимо словами, это то, что нельзя объяснить с помощью слов. И именно этот аспект невыразимости, неконцептуальности, это то, чему уделяется большое внимание в учениях Великой Колесницы Махаяны. Однако об этом также говорится в учениях раннего буддизма. Я хочу показать вам слайд с цитатой одного текста раннего буддизма. Погодите минутку. Да уж. М. Это сутра, которая называется Сутра сети Брахма, Брахмаджала сутра. Э- э- Это сутра, которая принадлежит к собранию длинных сут. И в нем говорится, э, бикшу лишь говорится бикшу, что только в незначительных вещах, только незначительные вещи основываются на обычной моральной добродетельности. И, и, и именно это обычные вещи основываются на моральной добродетели. Когда мы говорим о высшей о высшем обретении, например, обретении, достигаемые Будды, например, великие деяния Будды, они, они не основываются на обычной добродетели, на обычной моральности. Деяния Будды за пределами обычной добродетельности, обычной моральности. И, и, и дальше в тексте говорится, Бикшу,
Другие дharмы глубокие, их трудно увидеть, их трудно понять. Они умиротворенные, они возвышенные, они за пределами логического обоснования, они тонкие, а они их могут понять лишь мудрецы. Это то, что Татагата сам познал с помощью непосредственного осознавания и затем учил этому других. И именно это то, что заслуживает восхваления. То есть именно это познание Татагаты, именно познание Татагаты — это то, что заслуживает высшего восхваления. А то, что Будда придерживался 10 добродетелей, например, не убивал, не лгал и так далее, это обычное достижение. Это лишь небольшое качество из всех качеств Будды, тогда как великое обретение, великое достижение Татагаты, самое высшее качество всей его активности, это, это познание того, что тяжело увидеть, тяжело понять, то, что умиротворено, возвышено и так далее. И если вы хотите действительно восхвалять истинные качества обретения Будды, то следует восхвалять качество познания Татагаты. Если мы говорим о двух качествах, качество очищения и качество обретения, то как раз качество обретения является наивысшими качествами, поскольку это то, что сложно обрести. И именно эти качества следует восхвалять, говорится в этом тексте. И, м, и можно также отметить, что в этом тексте говорится, что это могут познать лишь мудрецы. То есть, возможно, это как своеродная критика современных ученых. То есть обычные ученые не могут этого познать. Лишь мудрецы могут познать это. И это познание заслуживает восхваления. И если обычные существа не знают, как восхвалять Будду, то вот те качества обретения, которые следует восхвалять. Итак, в этой сутре сети Брахмы, Брахмаджала, говорится о том, что Будда обрел познание истины, которая глубока, которая за пределами логического обоснования. И, э, м, и это логическое обоснование, это то, что на санскрите называется тарка. И когда мы изучаем 5 различных школ обоснования, мы употребляем это слово тарка, 5 школ обоснования. То есть тарка на санскрите — это логическое исследование, логическое обоснование, изучение, анализ, который опирается на логику. И то есть это именно такой интеллектуальный процесс обоснования, сравнения, логический анализ, логическое обоснование. И в сутре говорится, что познание за пределами такого логического обоснования — это ясное познание, которое за пределами логического обоснования, за пределами концепции. И это то, что невозможно понять, лишь опираясь на слова, опираясь на обычное описание. Это то, что сложно увидеть, сложно познать. И также
говорится, что Татагата Будда познал это с помощью непосредственного осознавания. Давайте я снова покажу вам этот, эту цитату, что Татагата познал это с помощью непосредственного знания. И, и Будда сам познал это с помощью непосредственного знания. Это непосредственное знание, либо непосредственное познание. Это то, что на санскрите называется абиня, на пале абиня. И это абиня, либо абиня, либо номпершиба на тибетском. Это ясное познание, либо познание, то есть познание чего-то очень ясное, большая ясность осознавания и познания. И, и в этой цитате говорится о ясном познании, и это объединя употребляется относительно этого. Но также это объединя также касается 5 высших знаний. И одно из высших знаний — это то, что мы называем ясновидение. Ясновидение, яснослышание и так далее — это перечень из 5 высших знаний. И с помощью этого высшего знания Будда видит то, что скрыто. Это то, что невозможно увидеть обычными, обычными глазами. То есть у этой истины, которую увидел Будда, познал Будда с помощью этого высшего знания, это то, что скрыто, это то, что недоступно обычному логическому уму. То есть это говорит нам о том, что это высшее познание, обретенное Буддой, оно обретается с помощью высшей мудрости, высшего непосредственного знания. И именно поэтому это так сложно увидеть обычным существам. И по сравнению со способностью обычных существ, познание Татагаты является тайным. Почему оно называется тайным? Лишь потому, что обычные существа не могут его увидеть. И это именно поэтому природа Будды включает в себя глубокие тайные качества. Как мы можем знать о них? Мы, когда мы говорим о ясном познании Будды, ясном обретении Будды, то, что мы называем просветлением, пробуждением Будды. И это также называется словом видья на санскрите. Видья может быть переведен как знание, либо осознавание. На пали видья — это видья, то, что называется рикпа на тибетском. Знание, познание, осознавание. И это термин видья на санскрите часто также употребляется для познания Будды. И, и, и в той цитате, которую я приводила ранее, говорится, что во время познания возникает видение, возникает мудрость прадня, и также возникает видья, то есть осознавание. И это видья может иметь несколько значений. В обычном смысле это может быть просто знание, например, предмет изучения. Все, что мы можем, мы можем познать, это все является объектами видья, и видья обретается в обычном смысле, изучая, например, 10 великих
наук и так далее. Но также Видеа виде имеет и другое значение, значение осознавания. К примеру, виде часто сочетается со словом мантра, виде мантра, то, что называется рикнак на тибетском, то есть мантра знания, мантра осознавания. И этот термин виде мантра часто используется в контексте Ваджраяны, тайны мантры Ваджраяны. И часто также этот термин виде мантра употребляется в контексте учения о мантре как инструменте практики, то есть виде мантры. И в другом аспекте это видео, это ясное осознавание, поскольку с помощью видео познается тайный смысл, и во многих текстах говорится о том, что обычные существа не могут видеть это скрытый смысл, и он недоступен обычному рациональному познанию существ. Однако, если мы хотим описать это понятие ясного осознавания, то это сложный термин, потому что в учениях раннего буддизма тот же самый термин виде, используется для обозначения обычного знания, логического осознавания. И в то же время то же самое слово видья используется для обозначения просветленной мудрости. То есть одно и то же слово может означать явную природу, то, что мы можем видеть, основываясь на логике и обосновании. И также оно означает то, что невидимо с помощью логики и обоснования. И то есть, возможно, частично оно может быть, м, можно получить приближенное понимание это, это тайны природы, но полностью ее невозможно познать, опираясь лишь на логику и обоснование. И именно поэтому мы видим, что даже в учениях раннего буддизма присутствует этот второй аспект виде, который выходит за пределы логики и осознавания. И это гьяна, мудрость, изначальная мудрость Будды. Это то, что выходит за пределы логики и обоснования. И эти учения также присутствуют и в раннем, раннем буддизме, виде как неконцептуальное познание также присутствует в тайных, в раннем буддизме. И она, видя в раннем буддизме, также обладает этим аспектом тайности, поскольку это что-то, что за пределами обычной логики и обоснования. Именно поэтому мы видим, что это было бы упрощением говорить, что учения раннего буддизма лишь говорят о логике и о рациональном обосновании, поскольку в этом учении также присутствуют аспекты за пределами рациональности, тайны, тайны, познания тайной природы. И в то же время некоторые говорят, что в этой сутре сети Брахма также присутствует очень ясное, выраженное
об- опровержение метода использования мантр, а также гадание и астрология. И в этой сутре очень ясно содержится запрет на использование этих методов. И, и но необходимо понимать, что в то время в Индии, в контексте, в котором даровались эти учения, эти мантры, как просто какие-то заклинания, основанные на верованиях, они широко использовались. Точно так же это касается гаданий, астрологии и так далее. И поскольку это то, что не основывалось на мудрости, в учениях Будды часто выражена негативные оценки таких методах. Мы часто можем встречать их в сутрах, содержащихся в 4 агамах. И я буду более подробно говорить об этом позже. Похоже, что во время жизни Будды много людей становились последователями Будды. Они принимали прибежище, они обретали веру в его учение и начинали изучать учение, исследовать пути учения. Однако понятно, что среди этих людей было много тех, кто не обладал какими-то особыми способностями к изучению и практике. В то время не было никакой системы образования, не было школ, так как это сейчас есть у нас, когда все дети могут пойти в школу, могут учиться и так далее. Лишь представители высших каст могли получать образование, тогда как выходцы из низших каст, у них не было никаких возможностей даже для того, чтобы научиться читать. И поэтому те люди не обладали способностью к изучению, у них не было развитой мудрости, образования, обоснования логического познания. И именно поэтому, скорее всего, им не хватало качеств для того, чтобы а, познать учение Будды, опираясь на логику. И эти люди продолжали опираться на различные верования. И несмотря на то, что они встретились с Буддой и приняли прибежище, они, тем не менее, не отказывались от каких-то м, ранних убеждений, верований и так далее. И именно для того, чтобы указать этим людям на истинный путь, было необходимо выделить, разделить путь заклинаний слепых верований и путь, основанный на познании мудрости и так далее. И похоже, что были две э, ясно выраженные группы последователей, то есть те, кто мог опираться на познание, обоснование, и другие, кто не могли. И в, в главном трактате школе Вайбашка, который называется «Великое изложение Вибаши», говорится, когда, что во время объяснения 8 ветвей благородного пути, великого благородного пути, причина, по которой благородная речь и благородное поведение
разделяется, отделяется от благородного способа 제 жизни, 만드시기는 안에 заключается в том, 따지 что 전선지대 안에 로베 소와디즈 способ жизни 빵가와 очень 로베 сложно 소와디즈를 사 очистить, 가르쳐야지 поскольку неправильный образ 매버사 жизни, 깔라하고의 очень 위비산 сложно 대기선 отказаться от 양다베 소와디 неправильного 미서지지 образа жизни. 젠지된지 안에 발람밀라 이해가 Э- 나올 э- 거란 Эта ветвь выделена 야와지리 особо от 사가리 поведения 젠제레스 и 다 речи, 장가와 로베 소와 и 빵가와 не 장가리 разъясняется 젠생가리스 отдельно. 소인주산 델레야 엔더베리 Почему так сложно очистить образ жизни? Почему так сложно 델라 отказаться 신주에 나올래야 от 미시 неверного образа жизни? Об этом говорится в этом трактате Вибаши, великое изложение. Позвольте мне показать. 응? 좀 이야기하시 좀 이야 성도야 안에 어 다디 소툼도 게마스 게임도 다디 된다 동도 많이 쉬지 안 됐어 된다 Я 동도 가르쳐나 не могу показать вам 로베 слайд, но тем не 소와샤디 менее я хочу 로소 объяснить 아 вам кратко 빵가와 장가와 смысл. 데 То 매버사 есть, 깔라하고의 미견서 почему 가르쳐야지나 так сложно отказаться 아니 от 지덴도도 неверного образа жизни? Почему так сложно очистить 내가 니세나 то, 라베스 что 로 называется ветвь 최니 неверного образа жизни? 장가와 빵가와 Причина 든지시기 этого 최니요 заключается в том, есть 최니부터 две 가르쳐 вещи, 침바데서 которые 로베가와 сложно очистить и 장가와 от которых 빵가와 сложно отказаться. 러도 Каковы 중앙에서디 эти две? 로소 Это 빵가와 ложные воззрения 대균선 가르쳐나 домовладельцев 다 당부 침바데서 и 로베가와 빵가와 ложный 침바데서 참베이나 образ 로베사야디 жизни монахов и 로베사야디 монахинь. 지 매버서하디 То 깔라하고 есть две вещи, которые 침바만 тяжело 되지 очистить и отказаться, 대균선 от 가르쳐나 которых 답에 это 침바를 ложные 비치네 침바 воззрения 개념이지 домовладельцев и 이해하세요 ложный 개념 способ 침바를 비치네 жизни 침바 개념 монахов и 산제 монахини. 쇠도 쇠나 깔아가는 쇠도 개 Мудрые 다당부에 домовладельцы 지게 берут 라방아라 5 소바디스 мирских 다부 обетов, 랑체 и 에네 тем не 수비는 менее, 내지 임베 когда 다 им 계속 강에 채서 угрожает 내지 강에 страдание, 채서 룰레나 산다고 когда они испытывают 양아지 какие-то сложности, к 김장도 примеру, 마대와라 они 양아지 заболевают, 총 у них какие-то 총기래가 другие 소소도 трудности 마대와라 в жизни, тогда, 데라 수업에 딱 하나 강에 к 넣는 примеру, у 챕이네 них какие-то 딱그 챕에서 проблемы с 란장 торговлей, 지게임에 사탄데 с 디 ихним 잘이야 진짜 다 신제 빠가라 делом и 수바 так далее, 로소 여러분 то они 다 сразу же 딘디 신제 빠가 начинают 뼈리 прибегать 메타버리 к 딘제 небуддистским 안에 다지 오만다베 способам 지제 преодоления 지제 проблем. К 딘제 примеру, 다 они 딘딘 신제 делают 안에 베 подношения 소마한테 цветов, 디시 молока, 가르쳐 благовоний 로디소 мирским 로디소 божествам. И 다시베는 꼴 они 최니야 возносят 딘디 молитвы, 사나 다 최니야 제시나 молитвы 꼴 대부시 мирским 제베 다가랑 существам. 되기 침제 То 다 есть 안나다메 даже те, 무드소 кто 로텐 게데나 принимает 안나다메 삼사로 5 딘디 обетов, 다 이시엔데 они 버시다 대바 템포를 주고 그러봐 принимают 에나데 여러분 прибежище, 강에 대해서 주산 у них 오 нет 다지 강에나 убежденности в 데바사레 силе 소소나 трех 겐제 драгоценностей. 람사지 И 뼈도 когда 로도 возникают 로베서 이제 любые 다 трудности, 자아로 수리동 봐 они 뼈도 뼈도 начинают 메타가 오마서 기대 ам, 딱 하나 하체 прибегать к методам 에 поклонения мирским 실 богам. К 링가 примеру, 링가 섬을 делают 디 подношения 땡수 땡 링가를 мирских 때 богов, идут 가르쳐 디자 к 로 лингамам 디자 디제 Шивы, 디제스 간다 льют 로디 молоко на 제가 Шивалингам
и так далее. И таким образом они чувствуют умиротворение. То есть это означает, что они не верят в карму причины и следствия. А поскольку у них нет глубокой веры в карму причины и следствия, когда они испытывают любые трудности, значит, сразу этот недостаток веры проявляется в их поведении. А с другой стороны, мудрые монахи и монахини принимают полное посвящение, полное монашеское посвящение. И с этого момента их жизнеобеспечение зависит от других. То есть они ничего не производят, они зависят от отношений мирян. И в прошлом в Индии это было просить подаяние, собирать подаяние. Если они ничего не могли получить, они ходили голодными. То есть полностью их жизнь, жизнеобеспечение зависело от других. И, и, п- и именно поэтому монахи и монахини, они, когда они находятся в присутствии тех, кто может сделать им подношения, какие-то покровители, благодетели, то они притворяются, что они все такие благостные и а, дисциплинированные. Это ложный способ жизни. Это притворство, это неверный способ жизни. Это противоречит ветви благородного, восьмеричного благородного пути, правильный образ жизни, верный образ жизни. То есть вот это притворство, когда монахи и монахини, они притворяются, что они все такие благостные и дисциплинированные для того, чтобы получить какие-то подношения, то это является нарушением. И поскольку напрямую они не могли попросить, о, дай мне это либо то, они притворялись для того, чтобы получить что-то. И это является неверным, неверным поведением, неверным способом жизни. И дело в том, что согласно дисциплины, которая до сих пор, правилам, которые до сих пор поддерживаются в колеснице основы, монахи и монахи, они не могут никак выразить свои желания. Например, они не могут сказать, мне нужно то либо это, дай мне то либо это. Они вынуждены другими способами пытаться получить это. Именно поэтому они могут прибегать к притворству, а это является неверным способом жизни, и от этого сложно отказаться. Итак, это две вещи, от которых сложно отказаться. Неверное воззрение для мирян и неверный способ жизни для монахов и монахинь. И давайте на этом сделаем получасовой перерыв. 다 샘량 아니 링아 사디 고들야 диши шуару тоси. Так, а сейчас давайте взглянем на понятие видья мантры. И об этом э, высказывании в сутре сеть Брахмы, Брахмаджала сутра, в которой говорится, что нельзя использовать то, что называется видья мантры. То есть в каком значении употребляется термин видья мантры? И так как я уже сказал, что в палийском каноне содержится 5 никай, 5 собраний сутр, и, и в собрании, которое называется длинное собрание,
Первая сутра этого собрания как раз и является эта сутра Сети Брахмы. И в ней содержится много запрещений на использование видья-мантр. То есть в ней прямо говорится, что вам не следует практиковать, использовать видья-мантры. Однако нам следует разобраться, а в каком смысле используется этот, это слово видья в этом контексте. Итак, видья на санскрите, видья на языке пали. Если мы переведем это слово на, на русский, то это может означать знание либо осознавание. Что такое видья? В прошлом видья имело значение в буддийском контексте, имело значение могущественных заклинаний, того также, что называется волшебных мантр, волшебных заклинаний, которые принадлежали к 4 классам: разрушающие, привлекающие, увеличивающие и умиротворяющие. И можно сказать, что это использование мантры похоже на использование науки. Почему мы можем так сказать? Поскольку в науке большое внимание уделяется причине и результату, точно так же действует и мантра. Мантра — это лишь связь между причиной и результатом. Научный способ, научный способ действия, я не уверен, следует ли называть наукой, но, к примеру, что такое вода? Вода — это соединение водорода и кислорода. То есть, если мы соединим водород с кислородом, то получится то, что мы называем водой. И поэтому, если у нас есть определенные условия, будет получен определенный результат. И это то, как работает наука. И, и поэтому многие люди верят в науке по этой причине. И точно так же и действуют эти мантры, магические заклинания. Если они создают определенную причину, с помощью которой достигается определенный результат. И именно поэтому, возможно, и используется это слово виде, знание. И в контексте раннего буддизма можно выделить 2 аспекта использования этого термина. Первый аспект — это знание, либо осознавание, мудрость, которую Будда принимал. И второй аспект, который Будда не принимал. И то есть это видео, с которой он соглашался, и видео, с которой он не соглашался. К примеру, та видео, которое Будда одобрял, с которой соглашался, это видео в контексте осознавания, которое обретается с помощью прозрения в истинную природу. И в раннем буддизме также говорится, что это то, с чем Будда соглашался. Однако второй аспект видьи, то есть знание, знание мантры, знание видья мантры, то есть магические заклинания, использование которых Будда запрещал. То есть видья в этом втором случае используется в другом значении. И очень ясно
видно, что именно это второй тип виде, то есть виде как знание, которое используется для заклинаний. Именно это запрещал использовать Будда. Однако он не запрещал виде в первом, в первом значении. Это то, что называется тираджина видья. А, Это то, что означает бесполезное, бесполезное знание. Также иногда тираджина означает животное, и поэтому иногда это называется животное знание, либо животный анализ. То есть и в китайском контексте как раз берется второе значение слова тираджина и переводится тираджина видя как анималистическое знание. И в сутре Сяди Брахмы, а также в сутре, который называется «Плоды жизни, созерцательной жизни», содержится запрещение использовать этот тип мантр. Я хочу привести вам цитату. В сутре Сядь Брахмы говорится, когда мы используем мантры для того, чтобы предсказать длительной жизни, ам, богатство. А Также, когда мы исследуем различные знаки на теле человека, руках, ногах и так далее, когда мы делаем предсказания, основываясь на различных знаках, когда мы используем, используем молнии, когда мы интерпретируем сны и предсказываем будущее, основываясь на различных природных знаках, например, а, например, используя, гадая на огне, гадая на рисовых зернах, на масле и так далее. Например, также есть такой особый вид гадания с помощью мышей, когда ткань пропитывается маслом, и затем на основании того, как мыши прогрызают дыры в этой ткани, делаются определенные выводы к гаданию. И также различные подношения, такие как подношение омовений, подношение крови богам и так далее. Я должен кое-что поменять в слайде. Подождите минутку. Дальше говорится о подношении топленого масла, также растительного масла, подношение крови богам, предсказание на основании отпечатков пальцев и определение верного места для построения дома. Это то, что на китайском называется фэн-шуй, то есть определение благоприятного местоположения, размещения и так далее. Также различные заклинания для того, чтобы излечить одержимых, например, одержимых духами. Также использование заклинаний для
изгнание духов, затем использование отравы и также использование нейтрализации, также нейтрализация отравы. Это то, что называется использование яда скорпионов, использование яда змеи, а, затем гадание с помощью птиц, таких как ворон и так далее. Предсказание, сколько лет жизни осталось для какого-то человека. Затем заклинание, защищающее от стрел, заклинание для того, чтобы понимать язык животных и так далее. То есть вот это перечень как раз и есть перечень использования в виде, который Будда запрещал. То есть в этой сутре сеть Брахма говорится о многих различных заклинаний, много различных знаний, типов знаний, типов видьи, которые Будда не разрешал использовать. То есть, по сути, почему они называются анималистическое знание, поскольку в этом различных гаданиях, заклинаниях часто используются животные, например, различные типы природных животных ядов и так далее. Также животные используются для гаданий, поэтому, возможно, именно этот тип видеи называется анималистическое видео, анималистическое знание. И также это знание связано в заклинаниях, которые даруют защиту от, от различных видов оружия, угрозы для жизни и так далее. То есть как сделать оружие, которое будет всепроникающим, как защититься от оружия. Также то, как это знание заклинаний, которые берегут дома, берегут того, кто носит какие-то заклинания на себе. А, Также это знание включает в себя астрологию, к примеру, затмение Солнца, Луны, знание созвездия и так далее. Также знание различных типов ядов. Все это называется виде. И это с точки зрения буддизма считается бессмысленным знанием. И использование такого знания запрещается. Что мы можем понять? То, что виде означает в этом контексте виде мантры, которая запрещается, означает не просто осознавание, это различные типы знания. К примеру, знание медицинской науки, знание ядов, знание поведения животных. То есть это очень обширный перечень мирских типов знания. И именно использование такого типа заклинаний и такого типа мирского знания запрещается. Например, заклинание, предсказание и так далее. Все, использование всего этого запрещается. То есть в этом контексте ведия означает знание либо науку, обычную мирскую науку, типа науки, которые я только что описал. И, когда буддизм развился в Махаяна, то в учениях Махаяны содержится предписание для бодхисаттв. И бодхисаттвы должны изучать 5 типов знания, то, что называется панчавидья.
в сутре говорится о том, что бодхисаттвы должны изучать эти 5 наук, но эти 5 наук, м, они частично запрещаются в сутре сеть Брахмы, к примеру, обычная астрология, медицина и так далее. Все это бодхисаттвы должны изучать. И тем не менее, частичное изучение этих разделов м, знания, они запрещаются в сутре сеть Брахмы. И, и, и такие предписания содержатся не только в сутре сеть Брахмы. Например, такие же запрещения содержатся в учениях Винаи. И в Винае содержится пять, 5 частей. В палийской Винае содержится 5 частей. И, например, предписание и разъяснение предписания. Это вводные правила поведения, главная часть и заключительные правила поведения. И всего в палийской Винае 22. И в этих 22, эти 22 раздела покрывают основные правила и дополнительные правила поведения. Дополнительные правила дисциплины, правила поведения на пали называются куда, куда, а, куда кавату. И, и все эти предписания, которые содержатся в Винае, они не были просто дарованы Буддой. Это все были результаты ситуации, которые сложились в Сангхе. То есть монахи совершали какие-то поступки, и если Будда считал, что этих поступков нельзя совершать, возникали определенные правила, то есть это является нарушением. И, и к примеру, а, был монах, который учил других этим, этим наукам, например, использованием заклинаний и так далее. И в реакции на это Будды было, что этому нельзя учить монахам. Монахам нельзя практиковать такой вид мирского знания, заклинаний и так далее. Нельзя учить другим этому. Если кто-то учит этому других, либо сам практикует это является нарушением. И, и также вина содержится не только то, что следует делать, а правила поведения, которые следует делать, но также то, что не следует делать, то есть запретительные правила поведения. И, например, в пятичастной Винае школы Махишасака говорится, что некоторые монахи изучали заклинания и также учили им других. И когда Будда узнал об этом, то он запретил это. Он сказал, что если монахи посвящают себя такому изучению, либо учат такому других, это, это составляет нарушение. К примеру, также говорится о том, что монахи изучали мантры для воскрешения из мертвых. И Будда запретил использование таких
мантр. Если кто-то использует мантры с такой целью, то это является нарушением. И есть много других подобных. Есть много других подобных упоминаний, в которых говорится, что бикшу не следует изучать такие, такие сферы. И, 단 제외기 럽심 제외 근데 여러 배 но, 있잖아 근데 요새 제가 좀 이경은 저소 나로래야 однако 근데 벌써 среди 매대 배수 제가 250 монашеских 저소도 обетов 매매 그 뭐가 нет 갑단 упоминания 제외기 о 럽심 제외 запрещении 제외기 매대 использования такого типа 이나야 개론 знания, то есть того, 나래야 что называется 최소한 бессмысленного 대매 знания. 배기 그 장바이 랑글로 Однако 제외냐 안다 м, 미신나 제가 룸부 в, 제외냐 안다 근데 제외기 в предписаниях для монахинь говорится, что если они изучают эти бессмысленные науки, и это запрещено, и в Палийской Пикуне Вибанге в 49-м правиле поведении говорится, что это запрещено. И, э, и это 49-е правило поведения, в котором говорится, что группа из 6 монахинь изучала это бессмысленное знание, и за это их критиковали миряне. И в результате Будда запретил эту практику. И, то есть Винае для монахинь есть непосредственный запрет. И это группа 6 монахинь, поэтому это запрещение кратко называется запрещение 6 монахинь для 6 монахинь. И то есть эти 6 монахинь, они посвящали себя м, изучению этого знания, и за это их критиковали и миряне, и именно поэтому Будда запретил эту практику. То есть в этом 49-м правиле поведения очень четко говорится, что монахиням запрещается посвящать себя изучению этого бессмысленного типа знания, а также учить этому других и учить других этому запрещено в 50-м правиле поведения. То есть 49-й и 50-е предписания для монахинь, они непосредственным образом запрещают изучение такого бессмысленного знания и обучение этому других. И в Винае, переведенной на китайский язык, содержится подобное запрещение. К примеру, в Винае школы Дармагупты, то, что называется 4 раздела Винае, также упоминается. 그래, 다 추순 대백에 누워 디시나로래야. Также упоминается 양 결혼만 주디 손도 양 о 디나로래 том, 결혼만 что 주디 была 손도 송시. группа 디나로래 결혼만 из 주디 요 6 리버 나서 잠바. монахинь, 가다 림나 나서 которые 잠바래서. 좀 림나 изучали 라이브라. различные типы 지 этого 제단 так 지. называемого бессмысленного 디 잠바 знания. 디시게 결혼만 하면 퇴버렸어. И 다 결혼이 другие 나로래야 미중 бикшуни 총수지 결혼만 услышали об 주디래. этом. 다 И среди них 가부튼데 유서래. 디즈게 были те, 결혼만 주디래야. кто 다 계란수에게 отличался 리번나서 м, 응아나서 м, 장 д- до- 대중 게임에서 가르치는 정규회지 благим 다 поведением. 교회 남베스 К 다 примеру, 교회 남이 говорится, что это 디도데 те, кто был 결혼수지 способен удовлетворяться малым, то 상계 есть те, кто 든데베 усмирил свои 디시 желания. 오늘 Итак, 상계게 эти 결혼만 уважаемые 주딜래야 монахини, 다 계란수에게
они обратились с вопросом к Будде, можно ли использовать эти знания. И Будда ответил, что такое знание не помогает духовному пути, а мешает духовному пути. И поэтому это не соответствует дharме отречения, дharме тех, кто вступает на путь отречения. И если монахини изучают такой, такие, такой тип знаний, то это составляет меньшее нарушение. И также запрещено, монахиням запрещается обучать это других. И в винной школы Мула Сарвастигада среди 30, среди запретов для монахинь содержится 34-й запрет. То есть в этом 34-м правиле запрещается изучение использования такого знания. Это содержит нарушение. И в в китайском переводе, в китайской трипитике это 150-е правило поведения для монахинь, запрещающее такое, такое поведение. То есть, если мы сравним запрещающие правила для монахов и монахинь, то эм, есть общие правила, а также для монахинь есть дополнительные правила. Почему? Потому что у монахинь больше обетов, чем у монахов. И поэтому в этих дополнительных правилах поведения для монахинь говорится о том, что им запрещает обучаться магическим заклинаниям у мирян. Причина, по которой было введено это запрещающее правило, связана с деянием монахини Тулананды. Говорится, что это, это, этот инцидент произошел в Раджагрихе, когда монахиня Тулананды научилась магическому заклинанию от мирянина, который был искусен в использовании заклинаний. И, и она несколько раз ходила к нему с этой целью. И когда другие монахи не узнали, они начали критиковать ее. И таким образом возникло это правило, что если мирянин обучает монахиню такому правилу поведения, то для такому использованию мантры, то это является нарушением. И в этой истории говорится, что мирянин был один искусный мирянин, и который был искусен в использовании таких заклинаний, и эта монахиня Тулананда попросила научить ее. То есть он дал ей передачу на использование этой мантры, которая звучала как хили-хили бусва. И она попросила повторить эту мантру снова и снова. И, и она неправильно ее произносила, и поэтому снова и снова просила повторить, произнести ее. И в результате он повторил ее несколько раз для того, чтобы она смогла ее использовать.
И тогда, и тогда и он повторял до того момента, когда монахиня сказала: «Ой, я уже выучил ее, нет необходимости повторить, повторить эту мантру снова и снова». И, м, и, и тогда мирянин, ему это не понравилось, он сказал, что ты заставила меня повторять эту мантру снова и снова, пока не выучил ее. И я поэтому я не буду тебя учить других мантрам. И, и в то время присутствовали другие монахини. Почему? Потому что монахини обычно не ходили поодиночке. И поэтому другие присутствующие в то время бикшуни сказали: «О, достопочтенный, почему ты а, дразнишь этого мирянина, почему ты его злишь? И зачем ты учишь эти мантры?» А на это Тулананда ответила, что сказала: «На самом деле дело не в том, что я не могу запомнить, запомнить это заклинание, а мне просто нравится этот человек, и мне нравится с ним общаться». И когда бикшуни услышали об этом, они сообщили об этом монахам, и затем это дошло до Будды. И тогда Будда ввел это правило, что бикшуни запрещено изучать магические заклинания, и особенность запрещено изучать их у мирян. Если они делают это, то это нарушение. И, э, и таким образом в раннем буддизме очень четко запрещается использование такого типа види, такого типа знания, которое также называется бессмысленным знанием. И именно в таком контексте слово «видья» используется в раннем буддизме. То есть видья наделена негативным, негативным смыслом. То есть это какое-то мирское, ненужное знание магии, заклинаний. И монахам и монахиням запрещается использовать такое знание, обучаться такому з- знанию. И в то же время видео использовалось и в другом значении. К примеру, мы знаем, что неведение — это авидья на санскрите, авиджа на пали, то есть неведение. А виде — это то, что противоположно авидии, неведению, то есть просветление. И виде также использовалось в этом положительном значении. И, и преодоление неведения ведет к обретению просветления. И а, в Винае Дharmagupta Винае есть много высказаний о том, что когда прекращается неведение, проявляется осознавание. То есть когда авидия прекращается, проявляется видья. И такое описание используется для того, чтобы а, объяснить состояние просветления Будды, того, что называется самбодхи, полное совершенное просветление, то есть видья в этом контексте является синонимом прагни. И
самбодхи, полного совершенного просветления. То есть в этом контексте виде также используется в положительном смысле. И как когда мы говорим о совершенном просветлении, бодхи, самбодхи, видья используется в положительном смысле, как знание, осознавание, которое ведет к самбодхи, либо является синонимом самбодхи. И, и хочу, ну, в целом мы можем сказать, что это видья, либо видья, но не так уж и часто используется в учениях раннего буддизма. Но, тем не менее, это свидетельствует о том, что оно уже присутствовало в то время для описания состояния познания, просветления. Более часто используется понятие прагни, то есть мудрость, и бодхи, просветление. Также уже в раннем буддизме использовались эти 5 типов знания, либо 3 типа знания. И у Будды есть много различных имен, к примеру, Самьяк Самбудда, полный совершенный, просветленный и так далее. И одно из этих имен — это тот, кто обладает трехчастным осознаванием. И э, это слово в Напале как раз и означает виджа, то есть тот, кто обладает осознаванием, виджа, видья, перетипа осознавания Будды. И то есть в этом мы видим, что видья также использовалась и в положительном значении. Также видья в палийских текстах используется для того, чтобы описать способность Будды знать прошлое жизни и также знать карму предыдущей жизни и будущей жизни других людей. Все это типы особого знания, которыми обладал Будда. Это то, что мы также называем ясновидением. То есть ясновидение и виде в этом контексте — это одно и то же. И, и то есть в виде, в Винае Дармагупта Кавинае также включает в себе качества, которые затем позже в Махаяне стали наделять качества видья мантры. И позже, в период Махаяна, сутры стали считаться такими, что обладали природой видья мантры. И, к примеру, в сутре «Сердце Прагня Парамитты Харидая» говорится, что мантра Прагня Парамитты — это мантра великого осознавания, Махавидья. Это, это несравнимая мантра, усмиряющая все страдания и так далее. То есть перед тем, как провозглашается мантра Прагня Парамиты, даются качества этой мантры. И одним из качеств это то, что это Махавидья мантра, мантра великого осознавания. То есть мы видим, что
в этой сутре, в сутре сердца, видья соединяется с мантрой. И видья — это не просто видья, а мага-видья, то есть великое осознавание мантры, великого осознавания. И э, то есть это тот, кто, то есть это означает, что тот, кто произносит эту мантру, то он может выйти за пределы всех страданий и достичь полного совершенного просветления. И в китайском каноне есть сутра, Прадняпарамита сутра в 8000 строках. Эта сутра не совсем такая, как в тибетском каноне. И в китайском варианте говорится, что если выучить на память даже одну строку, если выучить даже одну строку из сутры Прадня Парамиты, то это знание а, будет защищать от отравы змей и прочих. И говорится, что тот, кто обладает таким знанием, если он произносит строки этой сутры, то все отравные змеи, ядовитые змеи будут избегать такого человека, а 4 великих царя будут всегда защищать его. Также такой человек никогда не будет ранен на поле битвы и будет иметь много других подобных, подобных знаний, подобных благ. Также в сутре Прагняпарамиты в 100 тысячах строках говорится, что великая мантра Прагняпарамиты — это Махавидья мантры, несравнимая мантра. И в объяснении этой сутры, которая приписывается Нагарджуне, этот трактат не сохранился на тибетском, но сохранился на китайском. Говорится, что это, эта мантра Прагня Парамиты — это Видьяраджан, то есть это царь осознавания, владыка осознавания. И эта мантра очень важна, то есть она важнее всех других мантр, она подобна царю всех мантр. И, в, эт- и это то, что мы уже видим в Махаяне, то есть в контексте учений, к примеру, учения про дня Парамиды. Однако истоки этого, таких характеристик мы можем найти и в раннем буддизме. И поскольку мы довольно долго говорили об этих а, категории виде мантры, нам важно подвести какие-то итоги. Поэтому я хочу кратко подвести итог всего, что мы обсудили. Итак, подводя итог нашего обсуждения виде мантры. Первое — это то, что в текстах раннего буддизма содержится упоминание о том, что Будда запретил использование виде мантр, но в этом контексте виде мантры используется как заклинание, то есть то, что является мирским знанием. Но, тем не менее, также в раннем буддизме слово «видья» используется для того, чтобы определить высшую мудрость, высшее осознавание.
Второе — это то, что у слова «ритпа» в виде есть много значений. И одно из этих значений — это обычное знание, либо обычная наука, да, то есть значение в общем смысле, но также особый смысл — это то, что видья означает осознавание, либо мудрость. В Махаяне а, видья также используется в контексте панчавиди, пяти типов знаний, которые следует изучать бодхисаттвам. И также в сутрах Махаяны присутствует упоминание о Махавидье мантры. К примеру, в сутре Прагняпарамиты говорится, что в сутрах Прагняпарамиты говорится, что мантра Прагняпарамиты — это Махавидья мантра, мантра великого осознавания. И м, в этом контексте а, видья относится к великому знанию, но также может означать традиционные знания, например, медицина, астрология. То есть это, по сути, науки, традиционные науки того времени. И бодхисаттвам следовало изучать их. То есть панчавидия — то, что бодхисаттвам нужно было изучать. К примеру, мантры, использование мантры в медицинских целях для излечения, защиты от чего-то. Все это бодхисаттвы должны изучать, поскольку это было частью панчавиди, пяти наук, пяти раздела знания. То есть на самом деле мантры в этом контексте связаны с наукой, то, как мы, современные люди, верим в науку. Точно так же в древности люди верили в силу мантры. И еще одно важно, что есть, мы можем проследить развитие использования терминов в контексте буддизма. То есть это понятие види со временем расширялось, стало более обширным. Однако его самой сутью оставалось индивидуальное осознавание, индивидуальное познание. И это связано с индивидуальным познанием Будды. То есть это осознавание, индивидуальное осознавание, с помощью которого Будда познал истинную реальность. И это то самое главное значение слова «видья». И это значение не менялось, а такое же значение встречается и в раннем буддизме. И четвертое — это то, что в различных буддийских традициях эта видья принимает различные формы и имеет различные аспекты, однако все они берут свое начало из описания мудрости Будды. И то, как Будда сам описывал свою мудрость, свое постижение. И эм, такое изначальное значение, оно продолжало развиваться. И также оно особенно получило новые измерения и трактования в связи с развитием философии. И также оно получало свои какие-то особые понимания в различных буддийских культурах. И буддийская дарма обрела расцвет в различных культурах. К примеру, сначала дарма получила распространение в Индии, а затем она получила распространение в Китае, а затем в тибетской культуре и распространилась на многие другие земли. И в каждой из этих культур буддизм м, мог адаптироваться и обрести какие-то свои особенности.
И эта традиция всегда была Hala живой şimdi и nabata gibi şizek lobni адаптированной gündeme к bata тому, binne к bata той культуре, tida shapsana tida vidya sa в agasana которой chigla развивался bambane буддизм. to şizek sina Однако vidya сама sa эта agasana основа, yinbashila tide значение shige ishe samani никогда не tide менялось, kwai и bajala это gyobsi изначальное tide значение слова riri «видия» tabane как индивидуальное tide познание, deme осознавание, ngamachila tani прежде всего yogwa индивидуальное rebe познание Будды, embargela so tayla оно tine оставалось kwai одним tiwa и shimbe тем же. tola ene То есть yongpa оно na chikla таково в раннем sana буддизме, в to shige Шравакаяне, tane she затем yor оно shesa точно так же tina tene понимается shizek таким образом gyundome в bata Махаяне, binne и также в тайной мантре tine Ваджраяне оно tasi понимается точно так же. То есть это не изменялось. В этом мы видим продолжительность и сохранение исконного значения. Я думаю, что на этом нам следует остановиться сегодня. Давайте посвятим заслугу